Сегодня День России. Государственный праздник ознаменовался награждением. Глава Ингушетии вручил госнаграды за высокие профессиональные заслуги. Все меры предосторожности, возможность для того, чтобы максимально обезопасить людей, именно со стороны главы, все эти условия были предоставлены людям. И прозвучал долгожданный азан. Тысячи мусульман Ингушетии совершили сегодня пятничный коллективный намаз. Открыты были все мечети региона. Эти люди, которые действительно дали свою жизнь за нашу Родину, за нашу защиту, поэтому решили сделать такой приятный сюрприз, такие продуктовые наборы. Помощь для семей сотрудников МВД, погибших при исполнении продукты первой необходимости. В регионе прошла благотворительная акция «Мехксах». Сегодня очень важно, чтобы мы с вами проявили гражданскую ответственность. Это будущее нас с вами, будущее наших детей. За что голосовать? Демография, образование, культура, здравоохранение. Поправки к Конституции обсудили на молодежном форуме в Малгобеке. Приятно осознавать себя гражданином столь великой страны. А День России в Малгобеке решили отпраздновать красочным мини-шоу. Покажем вечерний слайд-мэппинг в городе Воинская слава. На телеканале «Ингушетия. Новости 24». Здравствуйте. Начинаем выпуск с главной новости. Сегодня День России. Родина – это семья и отчий дом. Владимир Путин поздравил всех граждан с этим праздником, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны. К жителям Ингушетии обратился глава региона Махмуд Али Калиматов. Цитата. День России символизирует национальное единство и общую ответственность за судьбу страны, служит примером патриотизма, сплоченности, созидательной деятельности во имя могущества и процветания России. Сегодня Ингушетия идет по пути развития и укрепления своей государственности, повышения экономического потенциала и благосостояния людей. Сохраняя и приумножая великое наследие, мы вместе решаем сложные задачи и бережно строим наше будущее. Стремление каждого из нас на своем месте созидать, учиться, работать, заниматься воспитанием детей способствует благополучию и процветанию нашей малой родины Ингушетии, а значит и всей России. Уверен, что любовь к родине и вера в ее будущее помогут нам преодолеть любые испытания, вдохновят на созидательный труд и достижение высоких результатов. Пусть на нашей земле всегда будут мир, согласие и единство. Конец цитаты. В этот знаменательный праздник, объединяющий всех жителей страны, в торжественной обстановке в зале славы администрации главы региона прошла церемония награждения государственных наград России и Ингушетии. Представители культуры и искусства, здравоохранения, общественные деятели и спасатели получили заслуженные награды из рук главы республики Махмуда Али Калиматова. Репортаж Светланы Томовой. Заслугами этих людей поистине можно гордиться. Одни спасают жизни, другие радуют глаз привередливого зрителя. В зале славы собрались люди разных профессий и сфер деятельности. Каждый из них, без сомнения, заслужил эти награды. Выступая перед собравшимися, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поздравил с Днем России 28-летием образования республики всех присутствующих и отметил, что церемония в нынешнем году особенно знаменательна. Она проходит в год 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России и 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Руководитель субъекта подчеркнул, что сегодня Ингушетия твердо идет по пути укрепления своей государственности, экономического развития, сохранения и расцвета национальной культуры. К своему 28-му дню рождения республика подошла с неплохими результатами. Основные социально-экономические параметры имеют положительную динамику в полном объеме. Исполняются социальные обязательства перед населением. Успех региона определяется не только экономическим показателем, уровнем жизни, но и общественной политической стабильностью. Общественно-политическая ситуация в республике можно характеризовать как устойчиво стабильную. Она уверенно контролируется органами государственной власти всех уровней. Все перечисленные наши экономические вопросы, социальные обязательства, они невозможны, если у нас как раз не будет общественно-политической стабильности. Мы должны друг друга видеть, слышать,
и друг другу помогать в этом. Наша сплоченность позволит нам каждый параметр экономики, социальной сферы улучшать, если вы борт положди, вы никак илюционюлыш, вы додолжи, у нас все будет хорошо. Позитивные изменения, которые происходят в жизнедеятельности республики, стали возможны благодаря усилиям нашего трудолюбивого народа. А вы являетесь одними из лучших его представителей, вносите неоценимый вклад в становление нашей республики. Именно вы – главное богатство республики, ее слава и гордость. Потому что честно и добросовестно делаете свою работу. Ежедневно кропотливым трудом заслуживаете всенародное признание. Насрудин Таутиев сегодня получил звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Являясь доктором-травматологом, за 26 лет работы успел спасти тысячи человеческих жизней. Он успешно внедряет инновационные методы лечения больных. По его словам, эта профессия является призванием для него. В первую очередь я хотел бы всех поздравить с Днем нашей страны, пожелать всем стабильности, достатка, взаимоуважения, самоуважения. Вот. Моя работа предполагает работу с людьми. Понимаете, когда делаешь то, что должен делать, и вместе с тем обращают на это такое внимание, как звание заслуженного врача страны, это очень приятно. Лейле Тамасхановой вручили почетное звание «Народный писатель Республики Ингушетия». Она начала писать еще в школе. В 5 классе ее первые стихи были опубликованы в газете «Пионерская правда». Сегодня она главный редактор журнала «Литературная Ингушетия», член Союза писателей России и автор около 20 книг. Пишет Тамасханова для детей и взрослых на ингушском и русском языках. Своей награде она очень рада. Конечно, такое благостное состояние, когда ты чувствуешь, что тебя заметили, оценили, рады тебе, ты нужен этой республике. Поэтому, конечно, это в одно и то же время и ответственность большая, ну и, конечно же, огромная радость. Среди наград, которые сегодня вручаются, есть одна необычная – диплом «Горячее сердце». Его удостаиваются люди, совершившие отважные и мужественные поступки в сложных жизненных ситуациях. Эту награду получает Амир Цичоев, студент пожарно-спасательного колледжа. В трудную минуту парень оказался готовым прийти на помощь людям, которые были в беде. В прошлом году его решительность помогла спасти тех, кто оказался в зоне взрыва на автозаправочной станции в городе Сунжа. Я как шел домой, сразу увидев людей, которые начали подходить, помогать, там, скорую передавать их, там, тушить, помогал пожарным и там все, что в моих руках было. Мне очень приятно, что мой скромный поступок отметили и наградили. Спасибо большое. Участники такой церемонии всегда и везде являются собой яркий пример ответственного отношения к делу, инициативности и профессионализма. Эти слова относятся и к награждаемой орденом за заслуги Елене Савиновских, общественному деятелю. Она внесла большой вклад в развитие разносторонних отношений между Республикой Ингушетия и Челябинской областью. Я, в общем-то, провожу как мостик между Республикой Ингушетия и Челябинской областью. И поэтому мне дали орден за заслуги, дружбу и сотрудничество между Республикой Ингушетия и Челябинской областью. Я даже стихотворение сочинила. Мы гордимся тобой, Магас, всегда мы с тобой. Магас, тебе мы верны, ведь ты есть честь и слава страны. Твои горы и башни веками стоят. Озер и рек твоих быстрых, лесов и полей нет в мире прекрасней, чистей, нет сердцу милей. Надежда России, ее часовой, хранишь ты, любимый, отчизны покой. Жанна Мациева вот уже 27 лет работает в администрации главы региона. По ее словам, они успели застать времена становления Ингушетии. Это сейчас республика состоялась, а в те непростые годы пришлось вложить немало сил и времени, отмечает Жанна. Из рук главы Ингушетии она получила почетную грамоту президента России. Я очень рада, что мой скромный труд получил такую высокую оценку главы страны нашей. Мне очень приятно, что такой праздник, накануне такого замечательного праздника Дня России, прошло это награждение. Хотелось бы выразить слова благодарности всем, кто принимал участие, кто оценил мою работу так высоко. В
кроме этого, хотела поздравить всех наших граждан, всех моих соотечественников с таким замечательным праздником, с тем, что мы прошли такой большой путь для нашей маленькой республики, столько лет становления. Ахмед Ильянов и Зара Базоркина получили из рук главы Ингушетии медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Они много лет отдали сцене, сыграли в десятках спектаклей. Столько же было и постановок по различным пьесам. Внесли огромный вклад в развитие культуры нашей республики. И, наконец, награда нашла своих героев. Всегда признание чего-то, того, что ты делаешь, это всегда приятно, конечно. Да, в республике уже давно я имею звание, высокое звание народной артистки Республики Ингушетия. Я этим очень горжусь. И считаю, что я уверена, могу смело об этом сказать, что я стараюсь оправдать это звание. Я работаю, я люблю свою работу. И для меня важно не то, как я лично позиционирую себя, да, в этой сфере, а то, что полезного могу я сделать для своего народа в области культуры. Это очень волнительно. И это волнительно для меня, как для человека, в принципе, а это очень весомо и очень ответственно, потому что мне важно, отметили сегодня меня, будь бы на моем месте кто-нибудь другой, я был бы счастлив, потому что все-таки отметили представители нашей республики в федеральном центре. С этой точки зрения это очень весомо и очень важно. Государственных наград из рук главы региона удостоились несколько десятков человек. Завершая встречу, Махмуд Али Калиматов отметил, благодаря усилиям этих людей республика уверенно шагает в будущее. Но останавливаться на достигнутом, конечно, не стоит. Каждый из вас заслуживает самых теплых слов и благодарности. Вы профессионалы высокого класса, достигли больших высот на своем поприще, несли вклад в развитие республики и сегодня получаете заслуженные награды. Уверен, что вы впредь будете активно участвовать в осуществлении значительных преобразований, которые нам предстоит во всех сферах жизни республики. После торжественной церемонии награждения по традиции фото на память. А глава республики добавляет, каждый житель Ингушетии должен стремиться к тому, чтобы его имя было увековечено здесь, в этом зале памяти и славы, а значит и в истории республики. Светлана Томова, Асхат Белакиев, Рахман Цуров. Новости 24. К празднику Дня России мы вернемся чуть позже, а сейчас еще одна важная новость. Тысячи мусульман Ингушетии совершили сегодня пятничный намаз. Этого события верующие ждали более 2 месяцев. Долгожданный азан с призывом на рост был слышен со всех минаретов. Мечети региона распахнули свои двери еще с утра. Несмотря на вынужденное дистанцирование и жесткие требования, верующие заполнили дома Аллаха, а некоторые, ввиду отсутствия мест в мечетях, молились даже на улице. Прихожане также прочитали дуа, чтобы Всевышний дал исцеление больным коронавирусом и улучшение эпидситуации в регионе, из-за которой мечети и были закрыты. Идрис Ижиев с подробностями. Благословенный азан вновь призывает молящихся к коллективной молитве. В центральной мечети Назрани двери открыты с раннего утра. К первому после 2-месячного перерыва рузбу здесь подготовились еще несколько дней назад. Волонтеры раздают маски прямо у входа. Люди с пониманием относятся к новым правилам и выполняют все рекомендации. غضبان میگ برش همه دیر مرزیک دا اول ریاهر روز سوز دریاهر از بوبات سات بچه ریاهر لور ریاهر سدش مش دالوی دال پیم ریاهر سدش مش دالوی وی لورلی ان های ریاهر جوابی دیال قهید مت لور دلور دیو تان یپید من حبرسن خیت اشت دو گزلیه دالی مرزیک دا اول دو جیروز دا اول دو قهم دال قدم قارش دالوی هم زیر اقول حوت دالوش دا نظام یر ناخ أتدات هأتد لورش خوشر تخن وين لوردي وين جندات وين بيدند وين لورديان ناخ لوربيان وين نقد شويان وين ناخ تسموش خبوتش حواشة ديلا حمدير بقول أز ديخردو يرتو ديخردو سيد أرا يرت أرا سأل ديخردس سو يرت تمادو سأل ديخردس فننا دلي وين لوردلش وين ديزل لوربيتش وين نوقستي لوربيتش وين كم لورديتش وين كم النهداء وين ناخ كم برش كش عربيتك حشوخ
Молла дали вейлор делче дикки хетриш хаваша дела хамдеер. Внутри все помещение разграничили специальными лентами. Все предусмотрено так, чтобы минимизировать контакт. Даже в местах земного поклона уложены салфетки со специальными антисептическими свойствами. Послушать хутбу в период карантина можно было только онлайн. Сегодня же десятки жителей Назрани внемлют наставлениям имама. Провести всю эту работу поручил лично глава республики, предоставив все необходимое каждой мечети региона. Все мечети были обеспечены масками в необходимых количествах. Мы делали запросы по каждой мечети, выдавали их с запасом. Также во всех мечетях были выделены антисептики, сделаны разметки. То есть все меры предосторожности, возможность для того, чтобы максимально обезопасить людей именно со стороны главы. Все эти условия были предоставлены людям. С нашей стороны оставалось только одно – исполнить это все в необходимом объеме и виде. РУСБ состоялся по всей республике. В центральной мечети Икажева все профилактические работы провели заблаговременно. Сегодняшний РУСБ – результат слаженной работы волонтеров, Комитета по делам молодежи и муниципалитетов. Встретились с турками и имамами, переговорили, сказали, что надо держать дистанцию 1,5 метра, чтобы все обязательно строго были в масках и обязательно, чтобы обрабатывались руки с этими антисептиками. Вот с этого мы начали, будем так и работать, строить нашу работу дальше. Отнеслись со всей серьезностью ко всем требованиям посещения пятничной молитвы и в Карбулакской мечети. Сегодня жители собрались послушать долгожданную хутбу. Соблюли все необходимые правила для проведения пятничной молитвы и в Сурхахах. Маски и обработка рук антисептиками при входе снизят риск заражения COVID-19 до минимума. Также не забыли и про безопасное расстояние. لورش قلداني خط لورش ثاني بوزن بوز خلدي يجدق ويحم ويلورج عاد لو بقى حياني رز بدي أنا نخواش أختوه ما يجيب نخواش أختوه خلش مش لور بس ثاني غير موتي مال خليس يغير استانسي لوريج ماسكي الله ديزنفكسير تقد أخذ الحماش سويت أدم لور ديجي لا الأندلي رز الدوجة ستح برتينا ونخت عقيك هذا أخذ عقد عيود شخان لا الأندلي نخلورو بيجي اشت تخلتها عشق تخرج دويدا الأندلي. В Сунжинском районе в каждом городе и селении также звучал азан. Строго соблюдая безопасное расстояние и все меры индивидуальной защиты, жители выстраивались вслед за имамом в коллективной молитве. Долгожданный РУСБ послужит хорошим примером сплоченности и всеобщей сознательности. Ведь только благодаря общим усилиям мы постепенно возвращаемся к привычному образу жизни. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Возвращаемся к главной теме. Сегодня День России. Государственный праздник, отмечаемый с 1992 года, 12 июня, по всей стране, независимо от религиозной и национальной принадлежности. В этом году событиям, которые стали поводом для учреждения патриотического праздника, исполняется ровно 30 лет. Почему его принято отмечать именно 12 июня? В чем суть праздника? Об истоках независимости России в отражении исторических фактов. Сюжет Дианы Дударовой. Сильное государство, простирающееся от Тихого океана до берегов Балтики, Россия, население свыше 150 миллионов человек и территория в 17 миллионов квадратных метров. Самое большое государство в мире занимает 1/3 часть материка Евразия, граничит с 18 державами и пересекает 8 временных поясов, славится бескрайними просторами, богатой культурой и многовековой историей. На весь мир Россия прославилась великими умами прошлого и настоящего. Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Андрей Сахаров, Федор Достоевский, Александр Пушкин, Иван Павлов, Сергей Королев. Желаю вам доброго полета, все нормально. Земля
В этом году наша держава празднует свой 30-й день рождения. 12 июня по праву считается Днем России. Он стал одним из самых молодых праздников страны. История его появления берет свое начало с 1990 года, с тех самых смутных времен, предшествовавших окончательному распаду Советского Союза. Стоит говорить о том, чтобы государственный суверенитет РСФСР был обозначен только теми ограничениями, на которые согласна Россия, чтобы суверенитет суммы народов РСФСР в лице их полномочных представителей, депутатов, не мог быть в какой бы то ни было форме ограничен правящей партией или иным политическим институтом. 12 июня 1990 года депутаты выступают на первом съезде РСФСР. Здесь остро стал вопрос о государственном суверенитете Российской Федерации. А это золотая царицына, палата Московского Кремля. Много часов подряд редакционная комиссия съезда готовила документы, которым было суждено определить будущее России. Среди них и постановление о разграничении функций управления организациями на территории РСФСР, основ нового союзного договора и декларация о суверенитете. Учитывались сотни предложений и поправки, внесенные депутатами. И вот последние минуты перед голосованием. Кто за это предложение, прошу голосовать. За 907 голосов, против 13, воздержались 9 депутатов. Так, подавляющим большинством декларация о государственном суверенитете Российской Федерации Советской Федеративной Социалистической Республики была принята. С этого момента началась новая история великого государства. Вместе с этим в календаре россиян появляется новая праздничная дата. С ней связано немало исторических событий. В этот же день, в 1992 году, состоялись первые открытые всенародные выборы президента России. Победу на них тогда одержал Борис Ельцин. В 1994 году, 12 июня, был подписан указ, который придал этому дню государственное значение. Долгое время его называли Днем независимости. Правда, такое название со временем стало непонятно молодому поколению. В связи с этим в 1998 году власти страны предлагают переименовать его в День России. Однако официальным постановлением свое сегодняшнее имя праздник обрел лишь в 2002 году. Пережила эта страна очень много и бед, и разрух, и подъемов, и падений. Но это наша страна. И все великое, и все то, что, может быть, не совсем хорошее было, все это наше с вами достояние. Все это мы переживали вместе, единой семьей. Сегодня Россия – самая большая страна в мире. Это 85 субъектов, в том числе 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округов. Российское государство обладает мощным и разнообразным природно-ресурсным потенциалом, способно обеспечить необходимые объемы собственного потребления и экспорта. Обладая богатой минерально-сырьевой базой, страна занимает одни из первых мест по запасам большинства природных ресурсов, в том числе запасы природного газа, каменного угля, железных руд, ряда цветных и редких металлов. На сегодняшний день в стране открыто более 20 тысяч месторождений полезных ископаемых. Богатство российского государства определяется не только материальным положением, но и многонациональностью. На территории страны проживают около 200 народов, в их числе и татары, калмыки, русские, евреи, армяне, ингуши. Все нации равны и обладают одинаковыми правами. У каждого из них собственная культура, язык, традиции. Их всех с Россией связывают многовековые отношения. Также сильная держава уникальна и тем, что на ее просторах проживают представители всех 3 мировых религий – ислам, христианство и буддизм. И в этот день все россияне, вне зависимости от национальности и вероисповедания, шлют друг другу теплые поздравления. Искренне от всего сердца хочу поздравить красивейшую, толерантную, многонациональную, цветущую братскую республику Ингушетия во главе с Калиматовым Махмуд Али Бакшариповичем, чьей народной артисткой я являюсь и ношу это звание с гордостью и благодарностью. Желаю вам мира, процветания, благополучия и милости Всевышнего. От чистого сердца поздравляю вас с нашим общим праздником, с Днем России.
Нас связывает общая культура, единство духа. Уважаемые жители Республики Ингушетия, являясь руководителем общины диаспоры Республики Дагестана, от себя, от моего народа, хочу поздравить всех жителей народа Ингушетии с великим праздником, с Днем России. От всего сердца желаю всему народу и дальнейшего процветания, спокойствия, терпения, мира, добра на нашей земле. Свою судьбу тесно связалась с Россией и Ингушетия еще 250 лет назад. 12 июня у многих жителей нашего региона ассоциируется с родной республикой. В том же 1992 году и в том же месяце июнь, когда Верховный Совет Российской Федерации издал постановление о присвоении этому дню праздничного статуса, Ингушетия обрела свою государственность и стала самостоятельным субъектом страны. С момента вхождения в состав великой державы и по сегодняшний день ингуши были преданы России и никогда не нарушали данную клятвенную присягу. И каждое новое поколение, согласно завещанию предков, продолжает жить в братстве со всеми народами страны. Хочу поздравить всех людей в первую очередь. Поздравить свою республику, соседнюю республику с этим днем. Так как это наш общий праздник, и он имеет место быть в жизни каждого из нас. Поздравляю нашу страну, Россию, чтобы она процветала, и мы жили в лучшей стране нашего мира. Хотела поздравить всех с этим великим праздником, Днем России, пожелать здоровья, счастья, благополучия, мира и процветания. Чтобы Российская Федерация процветала, а также республики и различные регионы СКФО, а также России. Хочу пожелать всем добра, счастья. Декларация, принятая 12 июня 1990 года, стала символом возрождения обновленной другой России. Этим обеспечила и условия построения демократического общества. Суверенитет Российской Федерации был провозглашен во имя высших целей ради обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие и пользование языком. И чтобы каждый народ имел право на самоопределение в избранных им национально-государственных и культурных формах. Сегодня День России. Это символ национального единения и гражданского мира. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия. А для некоторых городов государства он стал двойным праздником. Великий Новгород, Ижевск, Кемерово, Красноярск, Ульяновск, Уфа, Тамбов вместе с ним отмечают День города. Интересно, что во многих уголках планеты 12 июня тоже является праздником. Так, в Бразилии он стал Днем влюбленных, в Парагвае – День мира, а на Филиппинских островах – День независимости. По традиции, праздничные гуляния в День России завершались красочным салютом в честь государственного праздника. Диана Дударова, Новости 24. День России – символ национального единения, гражданского мира, сплоченности, поддержки и взаимовыручки. Сотни семей сотрудников МВД, погибших при исполнении, получили сегодня продуктовые наборы. Благотворительная акция «Мехксах» прошла по поручению главы региона в рамках празднования Дня России. Мука, сахар, крупы, масло и чай. В наборы вошли продукты первой необходимости. Микаил Тангиев продолжит. Именно эти люди стоят на страже россиян. Сотрудники МВД, ФСБ и силовых структур смогли даже в тяжелое время сохранить в стране мир и порядок. Многие из них добились этого ценой собственной жизни и навсегда остались в истории отчизны и памяти родных. Их семьям стараются оказывать любую помощь. Эти люди, которые действительно дали свою жизнь за нашу Родину, за нашу защиту, поэтому решили сделать такой приятный сюрприз, такие продуктовые наборы. Это хорошие такие, можно сказать, солидные продуктовые наборы для каждой семьи. Это знак внимания, что мы их не забыли, что мы отдаем дань уважения этим людям, семьям этих людей, что они не одни, что их поддерживают, что и вообще республика тоже с ними переживает их горе. И таким образом хотя бы хоть как-то их обрадовать вот в такой день.
Возле торговой точки «Очаг» собрались сотрудники районных и городских отделений МВД. Мука, сахар, крупы, масло и чай. Продуктовые наборы отправляются семьям погибших сотрудников при исполнении служебного долга. А это 450 семей. Многие сами приехали на место сбора. Мария Мивлоева потеряла своего мужа в 1995 году. Участковые населенных пунктов не обошли вниманием ни одного получателя из списка. В Карабулаке проживают около 14 семей погибших сотрудников. Лида Долгиева живет в селении Далаково. Ее сын Зелимхан работал в Карабулакском отделении полиции. При внеочередном срочном вызове попал в аварию. Нас никогда не забывают. Каждый год приезжают, помнят о нас, помогают нам. Всем огромное большое спасибо. И всем я желаю быть живыми, здоровыми. И также помогать и защищать людей. День России особенно это актуально, чтобы было мирное небо над головой, чтобы не было никаких конфликтов, чтобы не убивали людей, чтобы все жили хорошо. Все они выполняли свой долг перед Родиной и соотечественниками. Помощь семьям сотрудников, погибших при исполнении поручений главы республики Махмуда Али Калиматова. Хотелось бы поблагодарить главу республики за оказанную помощь нашим семьям. Я надеюсь, что в дальнейшем эта акция будет продолжаться, а мы, в свою очередь, будем работать во благо нашей России, нашей Родины. Акции содействовали Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования и Фонд «Солидарность». Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Майрбек Мержоев. Новости 24. Праздник отметили и молодые патриоты, юноармейцы. День России для них стал хорошим поводом освежить знания в области истории и географии. В селении Алхасты прошла викторина с озвученным названием «Родина, любимая моя». А воспитанники местного дома культуры поддержали акцию «Окна России». Тамара Хашагульгова расскажет подробно. Викторина «Родина, любимая моя» состоит из 6 заданий, первое из которых – это небольшая разминка, чтобы, так сказать, настроить ребят на игру, на свежем воздухе и с хорошим настроением. А как еще праздновать один из главных праздников страны – День России, только узнавая ее со всех сторон. Как называется самый главный документ граждан Российской Федерации, в котором отражены все законы? Конституция. Кто был первым президентом России? Самые древние города страны. Самая длинная река не только в нашей стране, но и во всей Европе. Чтобы правильно ответить на вопросы, ребятам приходится припомнить школьный курс не только истории, но и географии. Какой город в народе называют городом невест? Иванов. Правильно. Это в обычной жизни они друзья-товарищи, но только не на интеллектуальном ринге. Здесь они команды «Факел» и «Патриот». Ведь каждый правильный ответ в викторине – это +1 балл в копилку. Ясмина Дзангеева – капитан команды «Факел» в юноармейском движении недавно, а в такой увлекательной викторине так вообще первый раз. Я рада, что у нас всех все получилось сегодня. Самое большое, что мне понравилось, это наша сплоченность, наша дружба. Сегодня узнала, что такое быть настоящим патриотом, любить свою родину и всегда быть достойным доверия своей родины. Затем, чтобы все проходило гладко и без нареканий, все это время следило строгое жюри. И когда игра подходит к концу, судьи подсчитывают голоса и уже готовы вынести свой вердикт. Победивших и проигравших нет, ведь сегодня победила дружба. Воспитать чувство патриотизма, уважения и гордости к своей родине с малых ногтей. Организаторы ставили целью сегодня именно это. Про города, про реки, про личности дети отвечали. Я думаю, это поможет детям в дальнейшем в изучении своей истории, своей страны, государства и также малой республики. Для многих ребят этот праздник как возможность вновь увидеться с друзьями, с которыми разлучила пандемия. Ну и школьные знания проверить, конечно. 22 вопроса, я ответила почти на все. Пока юноармейцы из Алхасты упражнялись в знаниях о родине, воспитанники местного ДК тоже решили не отставать от своих сверстников. Ребята поздравляют страну с ее главным праздником в стихотворной форме в рамках акции «Окна России». Это Родина в мире цветей. Россия, 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 что может быть сердце милей. Кто был тебе равен по силе,
терпел поражение любой. Россия, 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 мы в горе и счастье с тобой. Россию, как синюю птицу, тебя бережем и чтим. А если нарушит границу, мы грудью тебя защитим. День России – праздник, который объединяет людей вокруг вечных ценностей – патриотизма, чести, взаимовыручки. В этот день каждый из нас ощущает себя частью великой державы – России. Тамара Хшагульгова, Адам Далаков, Новости 24. Пункты приема заявлений на общероссийское голосование уже открыты. Всего в Карабулаке насчитывают 8 избирательных участков и порядка 56 тысяч потенциальных избирателей. Председатель ТИК напоминает, что в связи с пандемией коронавируса голосование пройдет с соблюдением всех санитарных норм и по возможности на открытом воздухе. Избирателям будут выдаваться средства индивидуальной защиты. Также планируют перед входом проверять физическое состояние голосующего и открыть медкабинеты на случай, если кому-нибудь станет плохо. Голосование будет проходить в открытом пространстве. Если нет этой возможности, голосование будет проходить в помещении. Должен быть отдельно вход, отдельно выход в помещение. Помещение должно быть проветриваться. Должна быть специальная санитарная комната для мытья рук. Еще комната должна быть для голосующих, специальная комната будет выделена, если он почувствует себе недомогание какое-то, чтобы его отвести в эту комнату, проверить температуру. У входа в участковую комиссию будет проверяться температура участников голосования. По заявлению представителя ТИКа, в связи с тем, что многие оргвопросы были отложены в марте из-за пандемии коронавируса, и на сегодняшний день они работают в ускоренном темпе. Сейчас перед ними стоит задача по информированию населения. На данный момент мы проводим работу по информированию участников голосования. Это через интернет-ресурсы проводим информирование, через местную газету нашу. И в этом направлении это и у нас и вывешиваются баннеры, перетяжки. Есть специально разработан, вот тут у меня лежит на столе, порядок общероссийского голосования. Сейчас все это роздано в участковые избирательные комиссии, они сейчас ознакомлены. Также, как я выше говорил, всем членам участковым комиссиям розданы эти рекомендации, как себя нужно вести в период голосования, какие мероприятия они должны проводить. Принципы единой системы власти, доступная медицина, сохранение культурного наследия, поддержка российской науки и многое другое. Поправки в Конституцию, предложенные президентом России, касаются различных сфер. Демография, образование, культура, здравоохранение. Особое внимание уделяется закреплению социальных гарантий и семейным ценностям. Основные тезисы поправок обсудили сегодня на молодежном форуме в Малгобеке. Репортаж Дианы Дударовой. Более 200 поправок, направленные на защиту интересов самых разных групп общества и попадающие в запросы граждан. До голосования, которое позволит изменить вектор развития страны, осталось 13 дней. Какие возможности откроются для самой прогрессирующей части населения – молодежи в случае изменения Конституции? В чем заключается смысл поправок и почему важен каждый голос, обсуждают на этой площадке. Наши совещания, форумы проводятся по инициативе и по поручению главы республики Махмуда Алима Шариповича. Он очень серьезное внимание уделяет вопросам взаимодействия с молодежью, взаимодействия с общественностью, с общественными организациями. И он передал вам всем добрые пожелания, успешной работы. В актовом зале Малгобекской администрации собрались молодежные, общественные организации, представители ОНФ и партии «Единая Россия». Многие из ребят не скрывают, что смысл некоторых законодательных инициатив им пока еще непонятен. Так, первый зампред правительства Михаил Елезов в ходе выступления делает краткий обзор каждой поправки и параллельно разъясняет молодежи их значимость для будущего государства. Сегодня очень важно, чтобы мы с вами проявили гражданскую ответственность. Это будущее нас с вами, будущее наших детей. Вот, поэтому очень важно, чтобы максимально те, кто не болеет, вышли на голосование.
Представители молодежного комитета сегодня делают особый акцент на принятии поправки в основной закон государства о положении молодежной политики. Такую инициативу поддержал и президент страны. Владимир Путин заявил, что считает правильным закрепить в Конституции положение о молодежной политике и прописать, что она является предметом совместного ведения РФ и субъектов Федерации. Председатель комитета по делам молодежи на встрече подчеркивает значимость для представителей молодого поколения знания о поправке, которая напрямую касается их будущего, и поддержать ее внесение в главный закон страны. То есть уже молодежная политика будет указана в Конституции. До сих пор в Конституции понятия молодежи в принципе не было. Сейчас эти поправки, они это предусматривают. Организаторы форума призывают представителей молодежи принимать активное участие в развитии республики. Подчеркивают, что каждый может внести вклад в улучшение различных сфер жизни. Благодаря многочисленным республиканским и межрегиональным форумам многие молодые ребята реализуют свои проекты на территории региона. Так, одна из активисток Алина Котеева воплотила в реальность свою идею 120 часов улыбки. Это арт-терапия для особенных детей. Признается, что этот проект дал ей много возможностей. Благодаря ему она смогла помочь многим детям, улучшить мелкую моторику, развить коммуникативные и эмоционально-волевые навыки, а впоследствии устроиться на работу в Центр непрерывного образования в Ингушетии. Эта идея пришла мне с тех пор, как я люблю помогать людям с ограниченными возможностями здоровья и посещаю разные благотворительные акции, участвовала в сборах, но мне этого не хватало. Мне всегда хотелось помочь им с более профессиональной стороны, а по профессии я психолог. Это еще один пример о вкладе волонтера в улучшение качества жизни населения. Волонтерство стало точкой консолидации общества, объединяющей большое количество людей разных профессий, взглядов, возрастов и политических конфессий. В 90-е годы, когда писалась Конституция страны, тему добровольческой деятельности оставили без внимания. Однако новая поправка в Конституцию предлагает закрепить статус волонтера в 114 статье, а именно добавить пункт о мерах поддержки волонтерской деятельности, что позволит закрепить важность и ценность деятельности добровольцев и оказывать им постоянную помощь от государства. Государство в различных форумах будет поддерживать волонтерское направление, и уже на государственном уровне будут поддерживаться волонтерские организации. Волонтеры Молодой гвардии Единой России надеются на принятие новых поправок в Конституцию и уже готовы предложить новый обширный проект – народный бюджет. В рамках него предлагают закладывать 5% бюджета муниципального образования для народных инициатив. Народные инициативы будут формировать депутаты по предложениям людей. И мы сегодня хотим сказать молодежи, что они могут активно предлагать свои идеи. Да, действительно, раньше у них были возможности выигрывать грантовые конкурсы. И сегодня есть эти ребята, которые благодаря грантовым конкурсам улучшили городскую среду и здравоохранение своего города. Но теперь у них будет возможность напрямую влиять на бюджет своего муниципалитета. И мы сегодня представляем специальный портал, программу, которая называется «Народный бюджет». И, возможно, если законодательство изменится, мы сможем реализовать эту инициативу. Надеемся на активное участие нашей молодежи во всех государственных процессах, в том числе и на выборах с 25 июня по 1 июля. В общем, форум стал возможностью не только узнать о предстоящих изменениях в жизни государства после внесения поправок, но и поделиться своими новыми идеями и планами. Также в рамках встречи Михаил Елезов ответил на вопросы молодых людей. Старт форуму обсуждения поправок в Конституцию РФ был дан в Малгобеке. Далее его организаторы планируют провести встречи с представителями молодежи всех городов и районов республики. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24. А теперь данные по коронавирусу. За сутки в России выявлено 8987 заболевших COVID-19. Всего болеют 511 423 человека. 269 370 выздоровело. 6715 человек скончались. По данным Республиканского оперативного штаба, в Ингушетии за сутки выявили 34 новых случая заражения. Заболевших за весь период 2508. Умерших 63 человека. Выздоровели 1855. На фоне пандемии COVID-19 ресурсы крови были практически исчерпаны, в связи с чем руководство станции переливания крови обратилось в администрацию главы с просьбой о помощи в решении этой проблемы. Соответствующее поручение было дано сотрудникам министерств и ведомств региона, и они охотно приняли участие в столь благом деле. «Сдай кровь, спаси чью-то жизнь» – главный девиз акции, которую приурочили ко Дню России. Проблема с запасом крови актуальна во все времена, а в условиях пандемии
она стоит особенно остро. Поэтому призываем всех неравнодушных, если ваше здоровье позволяет, быть донором. Не скупитесь, ведь при нормальном физическом состоянии сдача крови не только спасет чью-то жизнь, но и укрепит ваше здоровье. День России – праздник, объединяющий патриотов великой державы. Один из главных символов этого дня, конечно, государственный флаг. Триколор установили на 100-метровой башне Согласия. Он украсил смотровую площадку главной достопримечательности Магаса. Миссию исполнили участники регионального штаба ОНФ. Активисты также развезли продукты маломобильным гражданам. Об акции «Мы вместе» сюжет Даны Плиевой. В рамках Дня России принарядилась для праздника и главная достопримечательность столицы – башня Согласия. Еще этим ранним утром члены регионального штаба ОНФ установили флаги с внутренней стороны смотровой площадки. Решили таким способом напомнить о празднике, который объединяет всех нас. И вы видите эту красоту, это было сделано. Конечно, сегодня собрать массу народа нельзя. Если бы это возможно было сделать, мы, как всегда, провели бы этот праздник с большим успехом. А еще порадовали маломобильных граждан региона продуктовыми наборами. Оба мероприятия, приуроченные к празднику, прошли в рамках акции «Мы вместе». Провизию получила Пятима Цычоева из Икажева. После перенесенного инсульта она разговаривает с трудом. Своей семьи нет, живет с племянником. Вручить наборы лично вызвалась Хава Калоева, член штаба, параллельно председатель общества инвалидов Ингушетии. Мы сейчас проедемся и по другим адресам, и по возможности пытаемся в период пандемии поддержать людей, которые нуждаются в нашей поддержке. Хочется, пользуясь случаем, поздравить всех россиян с этим праздником, пожелать всем мира, добра, процветания. В преддверии Дня России члены ОНФ провели еще несколько акций в онлайн-формате. Одним из самых масштабных, запущенных ОНФ, стал челлендж «Пироги России». Его главная суть – показать культуру различных регионов через национальную кухню. Наш регион продемонстрировал, как печь всеми нами любимый и вкусный чапельгыш. Мы хотим такими роликами тоже поздравить всех своих граждан и республики, и страны, потому что та ситуация, которая сегодня сложилась, пандемия по новой коронавирусной инфекции, она не позволяет нам сегодня провести в таком привычном формате этот праздник многолюдно, шествиями, концертами. И мы решили в онлайн-режиме как-то освежить создать новые впечатления этого праздника. День России – праздник общий для всех народностей нашей необъятной Родины. Различные торжества и акции во всех районах и городах страны давно стали атрибутом сегодняшнего праздника. И хоть в этом году пандемия ограничила масштабные акции, поздравления, пусть и не с таким размахом, лишний повод напомнить самим себе, какие цели и планы должен ставить перед собой каждый житель региона, чтобы открывать и покорять новые горизонты для страны, уверены члены штаба ОНФ. В этот день хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы эта пандемия, которая нарушила наш повседневный уклад жизни, прошла, мы стали на рабочее русло, вышли. Дойти до того светлого будущего, о котором мы мечтаем. Мы многое прошли, и нам многое нужно еще успеть сделать. Чтобы процветала вся страна, чтобы изо дня в день улучшалась экономическая обстановка, улучшалось благосостояние всех людей. Потому что мы знаем, на сегодняшний день политика государства направлена именно на социальное улучшение каждого гражданина. Если бы нас вдруг спросили, а чем дорога вам страна? Да тем, что для всех нас Россия, как мама родная одна. Дана Плиева, Тамерлан Ужахов, Новости 24. По поручению Владимира Путина по всей стране прошла акция «Общероссийское исполнение гимна», приуроченная ко Дню России. Не осталась в стороне и наша республика. Работники Министерства культуры региона приняли эту эстафету. Исполнение гимна – это особый, очень трепетный момент патриотического единения, где главным проводником является музыка. В нашей республике для этой ответственной миссии выбрали площадь перед башней Согласия, которая символизирует мир, дружбу и взаимопонимание между народами России. Солисты Государственной филармонии в национальных костюмах, которые подчеркивают ингушский колорит и индивидуальность, глубоко прониклись торжественным мотивом. Они с достоинством сдержанно и в то же время очень душевно исполнили гимн ко Дню страны.
Гимн, флаг и герб – символы России. Сегодня массово размещались и публиковались во всемирной паутине. Пользователи социальных сетей делились комментариями и поздравляли с Днем России. В прошлом году в этот день проходили массовые народные гуляния, спортивные мероприятия и концерты. Нынешним летом все это пришлось отменить из-за эпидемии коронавируса. Празднование Дня России, как и других памятных дат, по большей части состоялось в онлайн-формате. О всероссийском флешмобе «Мы Россия» расскажет наш корреспондент. Акции ко Дню России продолжают набирать обороты, и это уже заключительное онлайн-мероприятие. Здесь напоминают о создании главной символики страны – флага и герба. Районный дом культуры Икажево погружает своих подписчиков в историю создания национального гимна. Принятый гимн исполнялся без слов, пока 30 декабря 2000 года указом президента не был утвержден текст Сергея Михалкова. Сейчас мы можем услышать его на Новый год, перед военной присягой или на параде. В акции о гимне России мог поучаствовать каждый и поздравить страну. Страна с очень богатой культурой, большими традициями, многонациональная страна, одной из частью которой являемся и мы. Я говорю, что я являюсь жителем России. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех россиян с этой знаменательной датой, пожелать успехов, процветания нашей стране и всем нашим жителям. Каждому атрибуту государственности была посвящена отдельная акция. Они проходили с 8 по 12 июня. Пользователи Инстаграма могли наблюдать за флешмобами, произведениями искусства и поделками, связанными с главным днем страны. Любая акция, она сплочает, да, а тем более такая масштабная акции, которые приурочены ко Дню России, они объединяют не только одного, да, как бы несколько людей, тут как бы объединяют села, города и целые республики. Это говорит как бы о солидарности, да, людей, об их едином мнении, что они рады жить в такой стране. Во всероссийском флешмобе «Мы Россия» участвовали тысячи пользователей соцсетей. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, сотрудники домов культуры продолжали напоминать народу о самом важном дне страны. Тамара Хашагульгова, Адам Гулоев, Магомед Дидигов, Новости 24. А в городе воинской славы Малгобеке решили отпраздновать День России красочным мини-шоу. Уже вечером при помощи проектора на здании городской администрации спроецировали слайды с изображением флага России, фотографиями героев Великой Отечественной войны, героев России и почетных граждан города. Слайд-мэппинг в репортаже Микаила Тангиева. Увидеть на большом экране символы нашей страны и героев, которые олицетворяют нашу общую родину, собралось и взрослое поколение. Педагоги, студенты, работники различных организаций, благотворительных фондов и многие другие. Все они и представляют нашу страну, Россию. Каждый из них посчитал своим долгом прийти и стать частью всероссийского праздника. Я бы хотела поздравить всех жителей России и моего родного города Малгобека с праздником Днем России. И от всей души пожелать. Самое главное, чтобы у нас был мир, мирное небо было, и счастье нашим детям, здоровье нашим мамам, папам, бабушкам, дедушкам от всей души. А на экране в это время один за другим мелькают портреты ингушских героев с большой буквы. Каждый из них во все времена сделал все возможное, чтобы сегодня мы могли гордиться нашей родиной. Герои Великой Отечественной войны, герои Советского Союза и Российской Федерации, защитники Малгобека. Глядя на их фотографии, участники акции испытывают трепет и гордость за страну и отчизну. Особенно старшее поколение, наверняка помнится слова Лебедя Кумача: «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой страны не знаю, где свобода тысяч человек». На самом деле приятно осознавать себя гражданином столь великой страны. И я хочу, пользуясь случаем, я хочу всех поздравить с этим праздником и сказать им, что гордитесь, что вы граждане Российской Федерации. У нас, наверное, один из самых важных праздников, который мы отмечаем, это День России. Мне хотелось бы в этот день поздравить всех жителей не только России, не только нашей республики, а вообще, наверное, всех жителей и бывшего Советского Союза, потому что мы все выросли в этой стране, в этой большой стране выросли. И, конечно, хочется пожелать благополучия в первую очередь, здоровья,
и в дальнейшем успехов на процветание нашей большой родины России и нашей маленькой любимой родины Ингушетии. Михаил Тангиев, Рамзан Зурабов, Ислам Чахкиев. Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.